представляю народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, лауреата Ленинского премии. Лауреата премии и государственной, и ленинской, и генерал-полковник милиции, всех лучших милиционеров, переиграл лучших милиционеров. Сегодня у главы был прием торжественный. Василию Семеновичу присвоено почетное звание, наконец-то, народного артиста. Народного артиста. Ну и, конечно же, что, ребята, вот дальше общайтесь, наслаждайтесь, пользуйтесь тем, что легендарный Лановой приехал. Ну и вот, Спасибо. Я вообще удивился, что меня назвали после выхода офицеров. Очень но подходили многие военные, уже пожилые, и говорили: спасибо за офицеры, после этого я пошел в армию. После этого... А что, не слышно? слышь, Это просто такой зальчик, что можно оглядывать. Вот. И, короче говоря, подходили: спасибо, что вот я стал после этого офицером. Я однажды подошел ко мне полковник, очень похож на вас, и сказал: Василий Семенович, спасибо вам, из-за вас я пошел в эту армию. И вот этот упрек в жизни я помню все время, потому что вкусы разные нужны, вкусы важные и так далее. Дорогие друзья, значит, в любом приличном заведении надлежит вначале представиться. Я актер Государственного академического театра имени Вахтангова. В отличие от многих московских звездунов, никогда не бегал по другим театрам, был всегда в одном театре. Наверное, это великое счастье, потому что театр был такой, что уходить из него, искать более лучший театр тогда бессмысленно было совершенно невозможно. И вот уже 60 лет я работаю в театре Вахтангова. 62 года я снимаюсь в кино. Тоже не шутки, потому что... И вот недавно, 1,5 года назад, мне исполнилось 80 лет. Вот, значит, я готов был, как мне никто не предупредил, что надо именно разговор. Интересуется встреча или разговор, потому что я так привык к тому, что я всегда концерт делаю, даю большой концерт. Поэтический, прозаический, вообще русской великой культуры. В последнее время я очень много, 5 дисков уже записал военных, то есть я читаю военные стихи, военные песни исполняю. Вот уже 5-й диск, вот только что недавно закончил, но уже с Ириной Петровной Купченко, она тоже читает военные стихи. Понимаете, я из молодежи военного поколения. Я 3,5 года был в оккупацию немцев на Украине, Винница, недалеко между Винницей и Одессой. Каждый год мои родители хохлы, украинцы. В 1931 году отец сбежал из-под Винницы, из села Стрымба. Голод наступил на Украине великий, ну не только на Украине, на Волжье, Приволжье был страшный голод. Вот. И отец уехал, чтобы как-то спасать семью, а через 2 года и мама перебралась. И каждый год она отправляла 3 своих детей к дедушке и бабушке. Летом, как только начиналось, она отправляла туда, потом приезжала через 2-3 недели к нам, там отдыхала и возвращалась в Москву. Как бы в 1941 году
в 1941 году. 20 июня мама отправила 3 своих детей, 4, 7 и 10 лет, мне было 7, на Украину в поезде. Значит, кондукторша, это главное, значит, отвечала за нас. Мы приехали на станцию Мамельникова, это между Винницей и Одессой, 22 июня в 5 утра. Мы сошли со станции, над нами летели сотни самолетов бомбить Одессу. Так для нас начался этот период. Мама должна была через 2 недели приехать. Она не приехала ни через месяц, ни через 2, ни через год, ни через 2 года, ни через 3 года. 3,5 года мы были там. И поэтому я теперь отношу себя к поколению военных детей. Николай Михайлович Карамзин в своей великой книге «История государства российского» была такая мысль у него, одна из, что дети войны всегда быстрее взрослеют и быстрее начинают понимать разницу между правдой и кривдой. Вот, наверное, это случилось для меня. Все, что связано с войной, для меня свято. Лучшие стихи о войне, военных поэтов, лучшие песни о войне, военные песни. Отец и мать работали на химическом заводе, и 23 июня они уже начали вручную разливать противотанковую жидкость Молотова, страшно вредную, пока в соседнем цеху налаживали аппаратуру. Через 5 дней из 72 человек ни один не вышел на работу. Мгновенно чекисты, мгновенно проверка. 72 инвалида первой группы. Полный паралич нервной системы рук и ног. Я похоронил маму инвалидной первой группы, отца инвалида второй группы. И сейчас меня вот в прошлом году выбрали сопредседателем вот этого федерального движения «Бессмертный полк». Потому что я всегда считал, что вот это вклад моей семьи в победу. И для меня это поколение самое святое. Самое великое поколение, которое сохранило нам жизнь, сохранило нам свободу. И когда ублюдки начинают кричать, а зачем Ленинград надо было защищать, надо было сдать, и не было бы никаких жертв, убил бы лично. Потому что это подвиг, который не может быть подтвержден сомнением. И кроме того, люди, многие из Ленинграда, блокадники, до сих пор живы. Каково им это ублюдство слышать? Я каждый год бываю в Ленинграде, они меня приглашают на блокадные дни. Я озвучивал 20 серий фильма «Великая Отечественная Кармена». Это документальный фильм. 2 серии посвящены блокадному Ленинграду, 2 Сталинграду. Самые тяжелые для меня были. И все. И так на всю жизнь. Великое поколение. Спасибо им. А теперь, пожалуйста, переходим к главному. Мне сказали, что все. Хорошо слышно без микрофона. Хорошо? Василий Семенович, можно спросить сразу? Да. По поводу бессмертного полка. Я не знаю, молва, вы настолько великий человек, вы настолько патриот своей родины, действительно патриот, действительный патриот, что молва приписывает, что это ваша идея была. Вот эта. Нет, идея эта родилась в Томске 3 года назад, после очередного парада в Томске на главной площади. Кончились техника, солдаты прошли, офицеры, суборцы, все как положено. И вдруг пошли люди обычные в штатском и несли все портреты своих погибших на войне людей. Это началось в Томске. Потом через год было уже приблизительно 50.
городов присоединились, Москва еще не присоединялась. Потом, через 3 года было уже 800 городов и поселков, а в прошлом году, позапрошлом году мы проводили в Подмосковье, но не на Красной площади, а вот в этом, к 70-летию, руководство решило провести на Красной площади, и как-то на приеме Путин сказал: а я понесу своего отца тоже. И в этом году мы впервые проводили в Москве от Белорусского вокзала до Красной площади и через всю площадь прошло 5 миллионов москвичей. Люди смотрели телевизор, видели, что пошло от Белорусского, бросали все дела, брали портрет и бежали. Ублюдки наши некоторые говорили, что все это приготовлено, что привезли на автобусах, на электричках специально. 500 000, никакие автобусы и никакие электрички не могли бы сделать. Это чисто внутренний позыв сегодняшнего человека с благодарностью за то поколение. И это нашим полуинтеллигентам надо понимать, потому что это самое святое. Слушайте, бессмертный полк в этом году прошел в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине. У нас был. А как же без вас? Конечно. Вот это, на мой взгляд, самое святое, потому что никто не заставлял это делать. Могли, но когда они увидели, что несут, и тут я тоже. Это святое дело, святое. Вот теперь, пожалуйста, вопрос. Да. Совсем недавно, 35 лет тому назад, в спектакле «Гибель эскадры», я запомнил ваш романс, который вы пели. Ну, не все, но некоторые строчки. «В отсвете юных лет все испытать душа успела, и на челе печальный свет судьбы указывает». А мелодию не помните? И то, что пел Гриценко, Царство Небесное, когда он прощаетесь с кораблем, и все уходят в корабль, корабль должны взорвать, и как он прощался с кораблем, и как он пел «Карые очи, дивные очи». Не могли бы вы что-то вот, романс какой-то воспроизвести? Я не просто... Акапельно. Я хотел взять с собой диски, которые я везу. У меня послезавтра и послезавтра в Пятигорской, Кисловодской концерты. Я везу туда диски. Я хотел взять сюда в диск, чтобы... но мне сказали, там нету никакой аппаратуры. Поэтому... Акапельно. Что-то акапельно. Акапельно можно. Не только спеть, но и станцевать. Естественно. Но я, конечно, сожалею, что не нашлось обычные диски. CD обычные, может быть, ну ладно, Господь с ним. А ми заспіваємо опом. Василь Сергійович. Та це ж не буде воєнно. А ми самі співали багато разів. Різномати моя, 2 голоси. Якщо хочете, потім в кінці позаспіваємо. Если не дадут выпить. Нет, я-то предполагал... Сейчас аппаратуру поставим. Не надо, я же не взял. Все. Мне сказали, что нету там Все, ничего. не надо никакой Ну аппаратуры. давайте я акапелла. Я помимо театра и кино всю жизнь увлекался чтением. Художественным чтением. Я сейчас заведую кафедрой художественного слова в Щукинском институте, с речи художественного слова. И для меня это какая-то тоже святыня, потому что когда нету роли ни там, я беру просто литературу, нашу великую поэзию, и у меня много уже часов классики нашей. Если нужно, я потом немножко их почитаю, но я хотел бы вам рассказать вот из таких потрясательных для меня случаев, когда где-то за 3-4 года до того, как погиб Советский Союз, уничтожен был, меня пригласили в Тбилиси.
пригласили Тбилиси грузины почитать что-нибудь из классики. Я согласился, этот вечер был в Грибоедовском театре, кончился концерт, я читал Толстого, Пушкина, Гумилева, замечательные стихи, кончился концерт, и я вдруг увидел, что из зала спускается вот так вниз, осторожно, так идет очень пожилая женщина, лет за 90-95. Идет, и я думаю, чего с ней, как сейчас приложится, что от нее останется, вот когда будет так крутой спуск. Потом она подошла к краю, взялась за сцену и пошла вдоль. Я так понимаю, что она выходит на сцену. Вышла на сцену, 95 лет точно минимум, подошла ко мне и сказала с грузином, на русском с грузинским акцентом: дорогой Василий Семенович, счастливо вас видеть, я воспитывалась на ваших фильмах. Меня это почему-то жутко разозлило. Я начал дерзить. Я ей сказал: а Иван Грозный мне привет не передал. Она гениально ответила. Она сказала: дорогой Василий Семенович, я всегда предполагала некоторый недостаток у вас культуры. Но не думала, что дело зашло так далеко и необратимо. Я поздно начала перевоспитываться. Я говорю, вот эта формулировка совсем другая, и давайте мы только ее будем иметь в виду. Мы с ней подружились. До революции кончили еще до университета европейских. И мы подружились с ней. Но вот такая история у меня была. И потом я подумал: батюшки, что же это такое? Что же это такое, если такие старики на тебе воспитывались, на твоих картинах? И в этом случае я хотел бы немножко освежить в вашей памяти некоторые названия из фильмов, потому что это тоже для меня была великая улыбка нашего Боженьки, потому что жизнь сложилась так, что я был востребован и в театре, и в кино, и это очень важно. Были картины, которые не стоит и вспоминать, их у меня уже около 80 ролей, вот. Но были роли, которые безусловно, вернее, фильмы, которые безусловно останутся, убежден в этом. И я бы назвал, вот такая картина, как «Алые паруса» 1962 года. И идет каждый год. Это замечательная литература и замечательный фильм. Обратите внимание, что на многую классику делают там Анна Каренина 2, Анна Каренина 3, там, а «Алые паруса 2» никто не берется, потому что... И слава Богу. А? И слава Богу. Да, что не берут. Ланового нету. Молодого. Нету Ланового и нету Вертинской Настенька. Если и есть, то уже в 60 лет, а не в 16, что было тогда. И что бесценно, понимаете, было. И там другие замечательные актеры многие. Но меня раздражает, когда начинают повторять то, что уже сделано. Не понимаю, зачем. Но невозможно сделать лучше, чем например, Шолоховский. Невозможно. Нет, Бондарчук, который мечтал всю жизнь тоже сделать, а Герасимов ему говорил: не надо. Он его ученик говорил: не надо, Сережа, не надо. Ну или подожди потом, когда я уйду уже. Но все-таки он начал, чем деньги на Западе взял. И на центрального героя попался какой-то голубой итальянец. Представляете? Представляете на эту роль? Когда он понял, что к катастрофе движется, когда ему не прислали очередной раз деньги, Сергей Петрович Бондарчук просто послал им все пленки, все эти самые, и сказал: не пережили, ну и катитесь, в такой я не хочу. Он просто спас себя. И было бы все прекрасно, если бы его сын достал денег и взял материалы все это обратно, и вот выпустил то барахло, которое играет, и этот самый голубой играет, и там нет ни одной актерской работы.
И я потом спрашиваю его, что ж ты наделал, сукин сын? Он говорит, я не предполагал. Я говорю, а кто так изгадил жизнь отцу, какие картины были у него, даже трудно представить себе даже. Ну, в общем, это судьба такая, тут ничего не поделаешь. И когда меня 10 раз приглашали сниматься в офицеры, 2 офицера, 3, я говорю, нет, нет, нет. А однажды прислали сценарий. Офицеры, последние солдаты империи. Название такое. Хорошая роль очень пожилого отца, у которого гибнет сын. И такое. Потом как-то однажды, когда уже картина почти заканчивалась, я понял, что они отрежут вторую часть названия. Последние солдаты империи и будут офицеры 2. Когда я сказал на студии и этому самому режиссеру, я говорю, слушай, если ты это сделаешь, я просто в суд подам, чтобы вы знали, потому что я не хочу, чтобы офицеры имели какие-то там номера. И так и получилось. Больше того, они взяли музыку из нашего фильма, отдельные краски оттуда взяли. И я себе это простить не могу до сих пор, потому что я обманули, просто обманули. Я каждый раз их посылал, даже не скажу куда. И обманули сукины дети, понимаете? Вот такие вещи были у нас. Ну вот, значит, «Алые паруса» назвал. Потом я бы сказал, что были там картины, которые широко известны. «Коллеги», «Иду на грозу». Это все хорошая советская классика. Но классика настоящая пришла только потом, когда появилась Анна Каренина, и когда Бродский, когда появился когда появился «Война и мир». «Война и мир». Сергей Григорьевич Бондарчука. Кстати, очень интересная история была с этой ролью. Сергей Федорович, мы с ним дружны были хорошо. Он говорит, Вася, попробуйся на Анатолия. Я говорю, Сергей, я знаю, что я гожусь для Анатолия, но ты мне обещай, что ты мне дашь попробоваться на князя Андрея. Обещаю, сказал он. Но сегодня будет вот проза Анатолия. Делается проба на Анатолия Курагина. Через 3 дня я получаю телеграмму, что я утвержден на роль Анатолия Курагина. А я ему говорю, что Сергей Федорович, обойдетесь без меня, я не буду сниматься. Надо было выполнять свои обязательства. И отказался. Однажды читаю стихи я... Такая у нас пьеса была. Недавно, кстати, ее «Конармия». А это Бабель, чистый Бабель. Но для того, чтобы поставить его тогда на сцене, надо было ввести какую-то ведущую советскую тему, и мне поручили в театре читать Маяковского. И тогда Бабель проходил под это дело. Маяковский как-то их объединял. Ну и все нормально было. Я выхожу однажды, прямо так вот публика, я подхожу, и время вещь необычайно длинная, были времена не былин, ни эпосов, ни эпопеи. Чувствую, что у меня сидящий вот так вот человек дергает за штанину, вот так. Я рассвирепел, дочитал, потом прохожу мимо, Бондарчук сидит. Он был в комитете ленинском, а спектакль показывали на Ленинской премии, сидит Бондарчук. В антракте он заходит ко мне, говорит, извини, за штанину не ту взял. Я говорю, слава Богу, что за штанину взял. Короче говоря, Вась, надо сниматься в Анатолии Курагина. А там уже прошел почти 9 месяцев. Снимался из БДТ актер. Я забыл его фамилию. Хороший актер. Но он совершенно не годился для этой роли. Он говорит, ну не годился, я его снял уже, надо сниматься. Я говорю, да. Кто виноват? Не я виноват, Фурцева виноват. Она сказала, нечего Ланового пробовать на князя Андрея. Вон пусть Слава Тихонов играет. Когда Стриженова оказалась, пусть Слава Тихонов. Я говорю, ладно, хорошо, буду играть при одном условии. Каком? А не было самой главной для Толстого и для Анатолия, самой главной сцены. Операция, да? Контужу, monsieur, контужу.
И, значит, для меня это был самый главный эпизод, когда Анатолий, который эгоист, который ногой дергал, и эту ногу в лазарете, в Бородино отрезают, и Толстой пишет, и он видел, как пронесли ногу с белым мясом. И натыкается глазами на князя Андрея. Разговор между ними без слов идет, и Анатолий просит простить его за Наташу. Я говорю, как ты мог это выбросить? Как ты мог это выбросить? Понимаешь, там невозможно все было совместить. Я говорю, вот если этого эпизода не будет, не будет. Ладно, будет тебе эпизод. И мой самый любимый вообще в картине эпизод, когда вот мы со Славой Тихоновым переглядываемся, вот это дорого стоит. Дорого. Тихо, сейчас придем. И еще у меня была история совсем недавно. Я не снимаюсь в сериалах, кроме 17 мгновений весны, конечно. Тот был классический сериал. Не снимаюсь в сериалах, и тут год назад приблизительно звонят мне из Питера и говорят, Вася, вот в «Линии Марты» снимается сериал, это блокадники. Это я сразу делаю стойку. Девочка, которой было 13 лет, и мальчику было 13 лет. И они почти всю блокаду пережили вместе, все прочее. И потом мальчик куда-то исчез, девочка приходила на эту улицу, к этому дому, никого нет, мальчик исчез. И девочка, которую играет Алиса Фрейндлих, она уже жизнь всю свою прошла, ищет, куда Юрка делся. Куда делся Юрка? И где-то, когда ей исполнилось столько, сколько нам с Алисой исполнилось, вдруг говорят, что Юрка в Ташкенте живет. Его туда отвезли, он там стал, ташкентская семья его воспитала, все. И она ему сообщает, что она его ждет. И мой эпизод маленький заключался в том, что я тут же приезжаю. Перед тем, как встретиться с ней, я встречаюсь с каким-то своим другом, все узнаю. На завтра назначаем место свидания. А мы с Алисой до этого снимались в фильме «Анна и Командор». Была такая картина. И вот первый раз в сериале я согласился сниматься, небольшой эпизод. Просто вот разговор с этим другом. Да, и потом встреча. 5 минут идет встреча. Алиса приходит оттуда, я отсюда. Каждого крупным планом все договорено. Никаких слов. Никаких слов. И вот 5 минут мы идем долго друг к другу. Встречаемся, ни слова не говоря, вот так вот крутимся. И это лучшее, что было в картине. Папа Корчагин был снят в 1956 году. Я был студентом 3-го курса. Тогда в театральном училище нельзя было сниматься категорически. То есть выгоняли, не задумываясь. А я хохол хитрый. Я думаю, значит, это конец весны уже. Значит, это я там месяц как-нибудь засекречусь. Потом 3 месяца отпуска, каникулы. И все будет в порядке. Короче, я начал сниматься. Киев, Москва. Я прилетал из Киева на лекции, туда на съемки. Это был месяц чудовищный. Причем я боялся больше всего, чтобы в прессе ничего не появилось. Я начинал смотреть газеты, чтобы, не дай бог, вот однажды лечу ночью из Киева. Правда. Я ее беру, открываю и вижу на первой странице
моя фотография из Павки Корчагина. Да я! Вот это вот и написано. Студент 3-го курса. Снимается в роли Павки Корчагина. Застукали. Дело было уже ночное. Я еду домой. Утром еду в училище. Прохожу мимо доски приказов, где висит исключить за нарушение дисциплины студента 3-го курса Ланового Василия Семеновича. Исключить. Большой час перевоплощения в этот момент был. А потом они уже, педагоги, мне рассказывали, что Захава, который издал этот указ, собрал всех педагогов, которые занимались с нами, со мной, и сказали: делайте, что хотите, он должен быть в училище, он должен закончить. Думайте вы, пожилые женщины и пожилые мужики, думайте что? И Мансурова, моя педагогша, сказала: а что тут думаете, Борис Ильич? Но 2-й год его мерзавца. И щуку бросили в реку. Меня оставили на 2-й год. Рабопорт. Я получил еще целый год занятий. Причем замечательным курсом меня перевели на курс, который на 4-й, а я на 3-й был переведен. И я за тот год сыграл в «Чудаке» замечательную роль Назыма Хикмета. Сыграл какую-то классику советскую, замечательную роль, не могу сейчас вспомнить какую. И в результате меня приняли в театр, которого когда я был официально студентом 3-го курса, но с 1957 года я работаю уже в театре Вахтангова, и это тоже было замечательно, одно из воспитаний. Корчагин для меня был дорог, потому что в 1941 году на Украине нам преподавали румынский язык. Сидел румын здесь в классе с автоматом. И Николай Иванович, учитель, унадойно все, что я запомнил, значит, из этого молдавского языка, румынского. И однажды этот румын куда-то был вызван. Николай Иванович сказал: хлопці, закройте двері на ножку стула. Якщо хто на селі узнає, що я вам читав, мене вб'ють. Закрыли дверь, он открыл портфель, открыл потрепанную книгу, раскрыл и прочел: Микола Островський, як гуртувалась сталь. Октябрь 1941 года. Мое было первое знакомство с Павкой. Мне было, 7 или 8 лет. Короче говоря, это все осталось на всю жизнь. И когда я снимался в какой-то картине, я смотрю, Аллов и Наумов заходят в павильон в Киеве, заглядывают, следят, заглядывают дня 3-4, потом говорят: надо попробоваться на Павку. Я говорю: а я какого-то поляка играл. Я говорю: а что пробоваться? Я должен играть и такой наглец. Почему я такой наглец? Наумов Володя говорит: я говорю: потому что в 1941 году я с ним познакомился, он мой остался на всю жизнь. И до сих пор сыграно уже много, до 80 ролей. Павка для меня один из моих самых любимых, потому что я когда смотрю сегодня, я вижу, какой был хлопчик Василь в тот день. Вот какой он был замечательный. И когда сегодня я в качестве заведующего сценой речи, художественным словом, с студентами, с которыми я знакомлюсь на первом уроке, я говорю: ребята, почитайте мне что-нибудь, то, что вам особенно нравится, особенно. Почитайте, чтобы я мог понять, что вы любите и кто вы такие. Они мне все отвечают: а нам ничего не задавали. Так, с вами все понятно. Нам тоже ничего не задавали. Но была такая жадность в школе к книгам, к чтиву. Поколение было другое, вот это военное. Я приехал в 3-й класс, меня поместили после 3 лет. А потом во 2-й, а потом в 1-й перевели, потому что я в слове «хлеб» сделал 4 ошибки. Хлеб, хлеб, Б, П и так далее. И потом я догонял, я и догнал эти 3 года. И золотую медаль получил. Кто из актеров?
Вот вы говорите, что ваша одна из самых любимых ролей, ролей, да, Павка Корчагин. А самый-самый-самый любимый фильм? А самая любимая, Самый-самый. одна из, а самая любимая, любимый фильм и любимая роль – это эпизод на пляже в фильме «Полоса». Расскажите, пожалуйста, почему, как получилось, что вы стали заикаться в детстве? Василий Семенович, и сразу еще один вопрос, а то Вершинин задал, сбил меня, а я забуду. Василий Семенович, дорогой, Цель Львовна рассказывала Мансурову, вот вы сейчас говорите о молодежи, да, о том, какая сегодня молодежь, о том, как было тогда. Вот не знаю, Цель Львовна рассказывала о том, что, в общем-то, вы, будучи студентом, не были богатым человеком. Да? И сейчас не богат. Да. Так вот, гонорар за Павку Корчагина, рассказывала Мансурова, вы отправили своим родным. Ну, я не только этот гонорар отправлял своим родным. Сам отказывал себе во всем, голодал, но деньги за фильм это отправил на Украину. Значит, какой вопрос? Значит, Василий Семенович, у вас интересный рассказ для молодежи будет. Почему вы в детстве стали заикаться, и как вы увидели первый раз маму после 4 лет? Вот это. Разрешите мне снять пиджак? Раздевайтесь. Как я люблю этот звук. Как я люблю этот звук. Значит, дорогие друзья, Вентилятор поближе. это, в общем, история была, конечно, история была... С чего мы начнем, с какого? Как стали заикаться? Это была такая история. Это 41 год. Отступали, мы еще застали, когда наши отступали. Реже, и совсем потом пауза, потом на мотоцикле приехали. Немцы, разведка всегда была на мотоцикле, уехали, и потом пошло до горизонта, масса народ до горизонта. Дед Иван мой стоял вот так вот на воротах и говорил: тю, погибли москалі, ой, погибли москалі. В 1944 году, когда немцы начали отступать, 10 апреля была взята, освобождена Одесса, и немцев оттуда поперли. Вот они шли оттуда, грузовики с вооружением, апрель месяц, грязь, дорог никаких, они поджигали сами свои машины, вот в этой нашей деревне Стрымба кострища горели под самое черное апрельское украинское небо. Дед Иван опять стоял на воротах и говорил: тю, ось ти дивилися, от же ж москалі накидали німцям посрать. Он накидал. И это самое точное и народное определение нашей победы. Вот с тех пор. Понимаете? Там вообще было много интересных вещей. Но у нас в избе стоял майор какой-то немецкий, толстый такой. Он жил в великой хате, а мы все жили в малой хате. Но когда он смотрел на нас, он начинал реветь и показывал нам фотографию 3 своих детей, такого же возраста. И однажды он как-то подарил мне вот такой пояс, пасок, по-украински это называется пасок. Подарил бронзы много, ну и мальчишки 7,5 лет, ну что красиво, я иду. Останавливается мерседесик маленький, немцы, офицеры ездили на мерседесе. Комгер. Я говорю: а шо? Отдай. Я говорю: нет, это мне подарили. Отдай. Не отдам. Он засмеялся, взял автомат и так над головой. Жи. Отдал. И начал заикаться страшно, в общем. Не только заикаться, в общем, это было, конечно, потрясение большое. Когда мы вернулись потом в Москву, мама повела меня к врачу и сказала: вот, налякался хлопчик, боится и так далее. Она говорит: Афоня Ивановна, ничего не надо делать. Он на Украине был. Он поет песни украинские. Ой, много поет. Вот пусть с утра до вечера поет украинские песни,
там такие длинные, гласные, мы так лечим, исцеляем всех заикающих. И ваш покорный слуга ходил уже по Москве и пел «Терен-цвіте, листя опадає, хто з любов'ю не знається, той горя не знає». Наверное, через 3 месяца я смог уже стать актером. Василий Семенович, Да. скажите, пожалуйста, как жизнь ваша изменилась? Вы же проснулись знаменитым после того, как снялись «Как закалял Как жизнь сталь». изменилась? Да, вот как вот ощущения какие-то? Вы знаете, я должен вам сказать, что... После стали мальчиком, который стал знаменит на весь Союз. Вы знаете, дело в том, что в советские времена не было того, что есть сегодня. Вот спела какая-нибудь девочка песню якусь, или станцевал какой-нибудь этот самый, и уже звезда. У нас не было звезд. К этому не были приучены Юлия Борисова, Юлианов, Миша, Юра, никогда, Гриценко, Плотников, Останков. Слова «звезда» у нас не было. Поэтому, когда вот это началось, это звездопадение бесконечное, нас это раздражало невероятно. Мы обходились как-то без этого, вы знаете? Но на улице узнавали. Узнавали. Обходили. Да, узнавали. Но всё равно А мой узнавали. учитель Сергей Штейн, первый, который учил, он сказал как-то однажды: Вася, я думал, ты умнее. Ты чего-то начал о себе думать, Бог знает что. Слушай, не будь идиотом. Ты же умница. Ну, и я как-то, оказывается, я уже начал, так сказать, то же самое, но без всякого звездунства. Но, так сказать, и он меня шип поставил на место. И я купил черные очки, и все стало легче. Это очень просто делается при желании, если это можно. Что еще надо? Ну, я хотел, как мы маму впервые увидели. Ну это особая статья. Это, значит, апрель месяц нас освободили, 44 год. Нету, никого нету. Дід Іван сажал коноплю на долине, от дома там вдалеке, на долине посадил коноплю, и я сторожил от воробьев, от горобців. Он мне давал палку и говорит: будешь гонять горобців. Ну и я там сторожил, и однажды вдруг сверху Люда, моя старшая сестра, кричит: Василь! А я снизу ей: чого? Мамка приїхала! Я кажу: не бреши! Ей-богу, присіяй Богу! Василь забросил воробьев и побежал вверх. Когда я поднялся уже до колхозного тока, там такой есть, там уже полсела было, обогнал сестру, одну, вторую, и побежал к Обомельниковой станции. И 2 вала тянут арбу. На арбе высоко вот сидит и женщина, худющая, черноволосая, с громадными глазами, худая необычайно. Я пробегаю мимо. И дядько Дмитров мне кричит: Василь, ты знаешь, ты побег, ты сукин-то сын, это ж мамка твоя. Я вернулся. Он меня взял и к ней туда швырнул вверх. И она так... не отпускала день. Это, конечно, необычайные вещи. Вот. Ну, еще что-то. Да, еще была. Вот интересная штука была. Однажды дед Иван приводит какую-то такую полудохлую кобылу.
Она так идет, он ее прислонил за упору и говорит: Василь, от тобі кобила, будеш пасти колхозних коров, колхози не розпускають. Она так стоит. И мальчик, этот москаль поганый, говорит: дедушка, а куда же она седло подевала? Дедушка говорит: ай, москаль, седло ему так. Так будеш їздити голим задом, нічого з тобою не буде. И Василий начал ездить голым задом, и ничего, действительно ничего не было. Вот этой кобыле надо говорить. И когда я уже начал сниматься В Анне Карениной. в Анне Карениной, в Павке Корчагине, где-то я еще лошадь одна была в какой-то... Офицеры. И так далее. Где надо было ездить, я ездил уже без труда, причем даже подсечки сам делаю так. И была очень одна смешная вещь, не могу не рассказать. Спустя уже годы я в Одессе, там 160 километров до Одессы, снимаюсь в какой-то картине, и звонит мне председатель колхоза нашего и говорит: Василь Сумерович, вчора дивилися Анну Кареніну. Все село збіглося, дід Іван ходив гордий, коліна вище голови підіймав і кричав дурним голосом: це мій Василь, це мій Василь, приїдьте до Стримби. Я говорю: заеду, обязательно до Стримби весело. Заеду. Ну там отснимался, потом еду до Мельникова, иду пешком, 3 километра там надо пройти, прошел полпути, вижу, идет героический дед Иван навстречу, сзади полсела. И когда мы сблизились, он кричит мне, но так, чтобы слышали не я, а главным образом сзади: Василь! И фраза дальше идет историческая. От якщо б ти туди голим задом на ті кобилі не поєлозив, фіг би ти грав у себе. Это тоже фраза была невероятно велика. Так что вот видите, и кобыла пригодилась. Сакраментно. Впоследствии я все разные номера на конях делал все сам. Василий Иванович, И можно и вам что-то. вы так хорошо рассказывали про Украину, а мне хотелось бы знать, вот как вы сейчас относитесь к тому, что творится на Украине, лично ваше мнение? Да, понятно, спасибо. Я должен сказать, что вот уже год, каждый день я начинаю с просмотра того, что делается на Украине. Это невозможно, это страшно. Я уже внесен в список, черный их список, где-то. Ну да, картины мои запретили там на Украине и так далее. Но это ладно, а вот то, что гибнут дети, женщины, вот есть эти правые отряды, неуправляемые, не подчиняющиеся никому. Это наводит на мысль о том, что дело не в Украине, а дело в том, что американцам надо быть поближе к России. Я не долгам. Да. Вот то, что сейчас происходит с Европой, когда хлынули после этих событий Ливии, Египта, вот этих гигантских страшных потрясений в Африке, Средней, понимаете, эти вещи срываются, как правило, американцы. Посмотрите, в Афганистане что делается, в Ираке что делается. Страшно подумать, как культурные ценности сносятся. Они привыкли, война приносит им плюс. Пусть Аляску вернут и совсем рядом будут. А? Пусть вернут Аляску, совсем рядом будут. Аляску. А кто это вернет Аляску? Она там тогда стоила, по-моему, 116 тысяч долларов. Это гигантский кусок. Вы думаете, они за эту сумму сейчас... А потом они же не зря все окружают, что им интересно, лезут во все дыры, куда их не пускают. Ну и, короче говоря, это, конечно, страшное дело, потому что у меня там родственники, у меня там полсела родственников живет под Винницей, в селе Стрымба, ну и так далее. Я думаю, что это все недолго будет. Или
выкинут этих дебилов, которых подобрались, ну как нарочно, один больнее другого. Это они все сделали. Грузина в Одессу направили. Ну да. Это какими мозгами надо было собрать? Выгнали его оттуда. Он послан в поиске международными, значит, органами, а тут еще его на место председателя Совета Министров. Того-то идиота тоже надо заменить, это понятно. Но разума нет ничего, есть только одно. Ждут, когда мы перейдем эту границу, как мне кажется. Но мы тоже это понимаем, потому что они тут же НАТО подведут к нашим границам российским. Дело в том, что на 50 лет американцам обещан был Севастополь. Вы понимаете, что бы это было с Черным морем? Это была бы база, и все подбрюшье России было бы у них под контролем. Мы могли этого допустить? Не могли. И поэтому мгновенно сократили срок, после чего они должны были голосовать, они это пошли, они не успели отчупаться 96%. Все. И вернулся Крым на родину свою. Как иначе? Вот, и поэтому, но я думаю, что и Европа уже тоже ведь превратилась в пудель для американцев. Пудель. Понимаете? Как в «Трех мушкетерах» мой герой говорит, какой король, он пудель от того-то, вот пудель, Европа сегодня пудель, американцы. Но это может плохо кончиться не только для Европы и для Америки, для всего мира. Я позавчера ездил в горы, меня вывозили. Я видел такую красоту первозданную, такую мощь, скалы, растения невиданные, памятники потрясающие, лошадь, ждущая своего хозяина, невозможные памятники, все понимаете? И вот та вся, и у меня не выходит мысль, что вот сегодня нажми они на кнопки, и мы ответим, и все это превратится в пыль. Вся цивилизация. И через там 2-3 миллиона лет, может быть, снова появится человек. Страшно об этом даже думать. А все это в нажатии одной кнопки сегодня. Дожили человек, доруководился природой. Поэтому это все страшно, и это все вызывает у меня только одно. Дело не в Украине, а дело в американцах. Как вы сохранили такую великолепную физическую форму? Вы второй раз это слово. Вы дождетесь. И еще один вопрос. Вы Очень еще занимаетесь бадминтоном? Что? Бадминтоном. Играл в бадминтон. Сейчас не играю. Я могу объяснить, много лет мы отдыхали вместе. В 6 утра подняться из Сочи, в Сочи из нашего санатория «Актер» и бегом до Мацельска. А там не ближний, там след. Километров 4 до Мацельска. И оттуда потом спускаться и играть в бадминтон. И играть в бадминтон босыми ногами на бетоне. Ему так удобно, понимаете? Не поэтому. Потому что вот играть в бадминтон босым, вообще кое-что босому легче делать. И главное ходить по пляжу. Вот надо обязательно босиком, где камешки маленькие. Самое полезное дело. А вот вам и мне полезно особенно, потому что волосы начинают расти. Каждый день, каждое утро. А потом приходить и с волновеса прыгать как юноша. Это было буквально лет 6 тому назад. Прыгать как юноша вниз в море. Ну что вы? Нет, а потом просто каждое утро надо будет делать такой батман, который тебе поможет. Самодеятельность, которой я занимался с Сергеем Львовичем, это завод имени Сталина, Дворец культуры, детский сектор. Вот там у меня все начиналось, наше ремесло. Сергей Львович, он режиссер Ленинского комсомола был, и дружил с Галиной Сергеевной Улановой.
И она у нас часто бывала в нашей самодеятельности, она очень нас любила. И когда она видела, как мы занимались, она говорит, а вот можно этого высокого мальчика в балет направить, пока ему 13 лет только? Он говорит, а зачем? Ну, понимаешь, у него невиданный батман. У нас у профессионалов нет такого гранд-батмана, какой он делает, не задумываясь. Сергей Ильич, не надо никаких батманов. Он может быть другим. Ну, а я тоже, в общем, после 7 класса решил поступить в летчик. К нам приходили военные, и, значит, кто хочет летчиком быть, идем, и так далее. И я отдал документы, когда Сергей Ильич знал, что я отдал туда документы, он сделал это, потом я вызывался. Он поехал к этому генералу, этого училища, и сказал, пожалуйста, зарежьте вот этого вот он малой, зарежьте его, каким он будет летчиком, ничего не известно. А актер может быть приличным, это я вам точно говорю. И вот так он меня спас. И так далее. Все случаи. Вообще мне в жизни везло на дружбу с более взрослыми людьми. Что это такое, я не знаю. Но всю жизнь у меня они были очень взрослыми людьми. Юрий Васильевич Катин-Ярцев, педагог, который преподавал потом у нас в ШУТе. Галина Сергеевна Уланова, с которой мы потом подружились, и невероятные вещи, потом расскажу еще одну, Галина Сергеевна. И целый ряд других, Адель Измайловна, учительница по французскому языку. Они были на уровне России, но как-то вот они меня благоволили, так сказать. И это, естественно, мне очень помогало выделиться среди моих однокурсников. Что? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Сталину? Не слышу. Как вы относитесь к Сталину? К Сталину? И к Горбачеву. Спасибо. Я бы ни Ельцина, ни Горбачева не стал бы не щадить в первый день их власти. Потому что для России, на мой взгляд, это была беда. Просто беда. Катастрофа. И слава Богу, что по второму человеку, Ельцину, приказали наши богатенькие немедленно бросить пост и стать человека своего. И так появился путь государственник. Извините, есть ценности, есть ценности. Есть ценности, которые потом только понимаешь, что это такое. Вот государственник воспитывался. И именно так нас и воспитывали, государственниками. А чем кончилось? Чуть сложности, пах, интеллигенция тут же уезжала. Всегда. Причем это при Иване Грозном еще Курбский, сука, сбежал, предав Россию. И как его Иван Грозный не мог достать. Это вещи, которые, так сказать, непрощаемые. И вот то, что сделали эти два человека, на мой взгляд. Как вы думаете, почему такую могилу Ельцина сделали? Не видели, нет? Место такое, бугорочек небольшой, покрыт флагом России, и написано Ельцину. Ни фигуры, ни камни, ничего нет. Потому что несколько раз его памятники, скульптуры, сбрасывали. И жена поняла, что это же будет и здесь. И она просто накрыла все российским флагом. Очень умно сделала, надо признаться. Понимаете? Поэтому, а то, что было испокон веку главным, Россия, держава, народ, мы воспитаны так. Может быть, вот это сказал, Ленинград надо было сдать, и никаких бы не было жертв. Что это такое? Ну и так далее. Эта тема особенно большая, тяжелая. Но, слава Богу, Россия, мы после первой не закусываем. Замечательная фраза ушел. Василий Семенович, прочтите что-нибудь. Да. Так как начинается. Я
Я прочту то, что я читал в 13 лет у Сергея Львовича Штейна в самодеятельном коллективе. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». 31 декабря, накануне нового 1810 года, был бал у Екатерининского вельможи. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые. Из карет выходили мужчины в мундирах, лентах и звездах, дамы в атласах и горностаях, осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. У ростовых, долженствующих быть на этом балу, шли торопливые приготовления одеваний. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Хлопотавшая за всех, она отстала и еще сидела перед зеркалом, накинутым на худенькие плечи пеньюаре. «Скоро ли вы?» — послышится голос графини. «Уже 10 часов!» В 10:45 сели, наконец, в кареты и поехали. В сыром и холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты Наташа в первый раз живо представила себе то, что ее ожидает там, в освещенных залах, музыка, цветы, танцы. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила тому, что это будет. Она поняла все то, что ее ожидает только тогда, когда, выйдя из кареты, пошла рядом с Соней, впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Она ничего не видела ясно. Пульс забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать в ее сердце. Она смотрела по сторонам и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары поиска. Наташа чувствовала, что она остается в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в поиски. Она стояла, опустив тоненькие руки и, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мной. Ей хотелось плакать. Графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. С хором раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Князь Андрей, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Пьер подошел к нему и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете. Тут есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее». «Где?» — спросил Болконский и направился к княгине, матери Наташи. «Позвольте представить вам мою дочку», — сказала, волнуясь и краснея княгиня. «Я уже имел счастье быть представленным», — ответил князь Андрей. Он подошел к Наташе и предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовой на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной детской улыбкой. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в атласных бальных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. И едва князь Андрей обнял этот тоненький подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему,
Вино ее прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим. Князь Андрей стал ездить к Ростову и, не стесняясь, старался остаться с ним наедине. Она же бледнела от страха ожидания, когда оставалась с ним на минуту с глазу на глаз. Я вам специально приготовил одно стихотворение, думаю, что будет концерт. Но, видите, концерта нет, а встреча, но стихотворение я вам все-таки прочту. Это о Тереке Владимира Владимировича Маяковского. Никто не знает? Знаем. Кто знает? От этого Терека в париках. Тихо! Тихо! Тамара и демон. От этого Терека в поэтах истерика. Я Терек не видел, большая потеря. Из амнибуса в развалку зашел, поплевывал в Терек с берега, совал ему в пену палку. Чужо хорош, полный развал, шумит, как Есенин в участке. Как будто бы Терек сорганизовал проездом в Боржом луночас. Хочу отвернуть заносчивый нос и чувствую стыну на грани я. Овладевает мною гипноз воды и пены играния. Вот башня револьвером небу к виску разит красотой нетроганной. Поди почини ее, преду искусств Петру Семеновичу Хогану. Стою, и злоба меня взяла, что эту дикость и выступы с такой бездарностью я променял на славу, рецензии, диспуты. Мне место не в красных нивах, а здесь. И не построчно, а даром реветь стараться в голос во весь, срывая струнный гитаром. Я знаю, мой голос паршивый тон, но страшен силой ярой. Кто слыхивал, не усомнится, что я был бы услышан Тамарой. Царица крепится взвинченно, хоть величественно делает пальчиком, но ей сразу мне начхать, царица вы или прачка. Тем более с песен какой гонорар, а стирка в семью копейка. А даром немного дарит гора, лишь воду, поди, попей-ка. Взъярилась царица, кинжал в руках, а злой с берданки удаленной. Но я ей по-своему, вы же знаете как. По-русски, любезно, сударь, чего кипятитесь, как паровоз? Мы общие лирику нет, я знаю давно вас. Мне много про вас рассказывал некий Лермонтов. Он клялся, что в страсти и равных нет. Таким не мерещился образ твой. Любви я заждался. Мне 30 лет. Полюбим друг друга попросту. Да так, чтоб скала распостелилась в пух, от черта скраду и от Бога я. Ну что тебе, демон? Фантазия, дух, потому что старова мифология, не кинь меня в пропасть, будь добра от этой листружи воли. Мне даже пиджак не жаль разодрать, а грудь и бока тем более. Отсюда даже хорошие удары в телек замертво треснешься. В Москве больнее спускают. Куда? Ступеньки считаешь. Лестница. Я кончила. Дело мое сторона, и пусть отзверев от помарок поэта пишет себе Пастернак, а мы... Соглашается Тамара. История дальше уже не для книг. Я скромный, и я бастую. Сам демон слетел
подслушал и снег. И скрылся, смердя пустую, к нам Лермонтов сходит, презрев времена, сияет счастливая парочка. Люблю я гостей, бутылку вина, налей, гусар, Тамарочка. Браво! Кого? А что это? Вы спеть обещали, да? А? Уже пел. Еще спеть обещали. Вот я хочу прочесть им одно творение замечательное Александра Сергеевича, я его очень люблю. Княгине Голицыной. Краев чужих неопытный любитель и своего всегдашний обвинитель. Я говорил, в Отечестве моем, где гордый ум, где гений мы найдем, где гражданин с душою благородный, возвышенный и пламенно свободный, где женщина не с хладною красой, но с пламенной, пленительной, живой, где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный, с кем можно быть не хладным, не пустым. Отечество почти я ненавидел. Но я вчера Голицыну увидел и примирен с Отечеством моим. Цветок засохший, безуханно, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странная душа наполнилась моя. Где цвел? Когда? Какой весной? И долго ли цвел? И сорван? Кем? Чужой, знакомый рукой не положен сюда. Зачем? На память нежного ли свидания, или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши степей, в глуши лесной. И жив ли тот, и та, жива ли? И нынче где их уголок? Или они уже увяли, как сей неверный цветок? И в завершении еще Александр Сергеевич и Секу Мессия. Когда любовью и негою военной безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желала ли славы я? Ты знаешь, удален от ветреного света, скучали суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанию дальнему, упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? Другую, как меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь. А я стесненное молчание хранил. Я наслаждением весь полон был. Я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. И что же
слезы, муки, измены, клевета. Все на главу мою обрушилось вдруг. Что я, где я? Стою как путник молнии, постигнутый в пустыне, и все передо мной затмилось. И ныне я новым для меня желанием томим. Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все вокруг тебя звучало обо мне, чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моления в саду, во тьме ночной, в минуту разлучения. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вакхальный припев, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звенкой дно в густое вино заветные кольца бросайте, подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствует музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным умом. Да здравствует солнце, да скроется.